Доброе утро, друзья! А вы когда-нибудь задумывались, как связаны экология и питание человека? А подробнее мы разберем в сюжете. По подсчетам одного сервиса доставки еды, то только за 1 месяц их отметка дошла до 1,5 миллиона заказов. Эти цифры довольно пугают, ведь это оставляет огромный углеродный след на экологии. Если в целом масштабе брать, очень такие сервисы, они полезны, они нужны, да, но они не улучшают экологию тем, что идет большой процесс выброса. А второй вопрос мусор. Американские исследователи обнаружили, что если сократить потребление готовой еды и различных закусок, то это позволит уменьшить количество выбросов углекислого газа. Если бы американцы соблюдали правильный рацион питания, то количество выбросов можно было бы уменьшить на 31%. Это равняется 45 миллионам тонн в год. Если мы смотрим морфологию этого состава мусора, это это бумага. Ее сейчас мы, как видим, очень часто вырубают сейчас деревья. У нас с бумагой уже дефицит. Плюс там же ламинированная, как сказать, вся упаковка. Термоустойчивая упаковка. Вот эти даже стаканчики одноразовые, вот это вот кофе, то же самое. Оно все не перерабатывается. Почему? Потому что у нас нет технологий, во-первых, в Казахстане, которая могла бы это перерабатывать. А во-вторых, у нас нет системы управления отходами. И из-за этого я считаю, что вот эти сервисы, они такие, одни из сейчас главных загрязнителей экологии. Да. А если сократить употребление готовой еды из коробок на 10%, то можно было бы сократить выбросы углекислого газа как минимум на 1,5 миллиона тонн в год. 6 тысяч заказов умножаем на 100 грамм, это у нас уже получается вот сколько? 6 тысяч килограмм, у нас 6 тонн ежедневно мусора генерит только один агрегатор. Поэтому здесь элементарная математика, это все можно посчитать, и сколько курьеров, у них 1000 курьеров ездит, они все подвергают себе опасности тоже. Но это все мусор, это дополнительное сжигание углерода, это вот бензин, дизель, все, на чем они там передвигаются. Ведь после еды остается несколько пластиковых бутылочек, пакетов и коробочек, которые отправляются в мусорный бак. Проблема в том, что срок разложения одного пакета составляет минимум 470 лет, не говоря уже о других приборах, которые просто не подлежат переработке.